Утром на заправке «Азит» очередь не выглядит необычно большой. 3-4 машины у каждой колонки. В наличии все виды бензина и дизель. По сравнению с тем ажиотажем, что был накануне, ситуация, можно сказать, стабилизировалась. По 10 где-то машин стояли на одну колонку в очередь. Да, с канистрами. И чтобы с конца пройти, нужно было минут 40. Все есть, да, все есть. Да, и дизель, все есть. Цена на все виды бензина, по словам сотрудников АЗС, только в июле выросла в среднем на 4,5 рубля. Но водители помнят, что совсем недавно литр 92-го стоил 41 рубль, сейчас 48,50. И это, пожалуй, самая низкая цена по сухому. А что сказать, каждый днем дорожает, а что я могу сказать? 6-7 рублей добавится. Это 41 был, сейчас, наверное, будет 47 или 48. Конечно, работа нету, деньги нету, конечно. Если работа была бы, я ничего не сказал бы. В целом водители спокойно относятся к росту цен, принимая это как неизбежность и результат объективных причин. Второй обычно заправляю, но сейчас второго нет. Пятый заправлять буду. Нет второго? Ну, на Роснефти не было. Сейчас здесь, не знаю, еще не видел. А я вижу то, что цены сейчас растут, и, скорее всего, вероятнее всего, они еще вырастут, мое мнение. Потому что поставщики в основном загибают стоимость, наши вынуждены, в минус никто не может работать. Наши заправки понять тоже можно, но гражданам будет тяжело. Ну, пока ничего, цена добавляется. Что делать? Во всем мире, по Европе добавляется, видимо, за это. Что могу сказать? Знаете, я вчера не заправлялся, не знаю, сейчас вот хочу бак заполнить так, как говорят. Что? Да, напряженка все же таки говорят. На небольших заправках по дороге с Маяка на Новый район ситуация иная. Где-то есть только 92-й или дизель, где-то нет совсем никакого, где-то нет, но сегодня в течение дня должны привезти. Первая небольшая заправка, которой дефицит не коснулся, Алхан в Новом районе. Здесь есть и 92-й, и 95-й, но цены отличаются от тех, что на Азиде. 92-й на 1,5 рубля дороже, а 95-й на столько же дешевле. Я надеялась, что здесь еще по старой цене успею, но не успела. На 3 рубля уже дороже все же получила. Ну а что делать? Ездить-то надо. По всей Абхазии это не у нас, и в России тоже сами видите, что делается. Не мы же виноваты в этом деле. Согласно статистике Государственного таможенного комитета, объем ввозимого из России в Абхазию бензина увеличивается каждый месяц. Если в январе было завезено 3686 тонн, то в июле 7708 тонн. При этом ежемесячно увеличивается и стоимость ввозимого бензина. Так, в мае средняя таможенная стоимость за тонну бензина составляла 45 200 рублей, в июне 47 800, а в июле 50 850 рублей. Это от нас не зависит, мы все равно будем ездить. Конечно, это неправильно, что добавили. И так у народа кризис, и опять-таки добавляется это все. Я на ней зарабатываю, как бы он сам себя заправляет. А так цены добавят, мы добавим. Убавят, мы убавим. Посольство России прокомментировало ситуацию на топливном рынке Абхазии, который полностью зависит от поставок нефтепродуктов из России. И поэтому, цитата, «чутко реагирует на колебания цен на энергоносители в нашей стране». По мнению аналитиков, нынешнее повышение оптовых цен на бензин в Россию вызвано ростом спроса на топливо из-за активизации внутреннего автотуризма, повышенного потребления в сезон сбора урожая и сокращением предложения на рынке, обусловленного плановым ремонтом ряда нефтеперерабатывающих заводов. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.